На этой неделе оперативники раскрыли личность человека, который долгое время исполнял ведущую роль в криминальном мире. Сергей Молнар, в родном для авторитета Бобруйске, это имя до сих пор вызывает у многих страх и тревогу. Как считают следователи, уголовный лидер надеялся вернуть в Беларусь жестокие понятия лихих 90-х с привычными для того времени рэкетом, данью и смотрящими. По одной из версий, Сергей Молнар объединил под своим крылом несколько банд. На их счету продажа наркотиков, разбой, мошенничество, черное риэлторство, вымогательство и даже похищение людей. О чем так долго молчала провинция, как оперативники вышли на след маститого авторитета и чем зарабатывала на жизнь современная братва. Расследование криминального дела прямо сейчас в главном эфире. Пышная свадьба, радостные лица гостей, счастливые молодожены. Стол ломится от изысков элитного алкоголя. На сцене танцовщицы из кабаре и просто красивые женщины. У микрофона звезды белорусского и российского шансона. Нет, это не чьи-либо личные съемки закрытой вечеринки. Это оперативное видео со знакового дня известного вора в законе Владимира Клеща, он же Щавлик. В начале 90-х фигуры, мягко говоря, знаковой. Ему приписывают первые попытки запуска у нас в стране воровских канонов. Кроме Володи, есть настоящие здесь те, которые за свою ночью будут выпить стоя? Так жили и так отдыхали малиновые пиджаки в начале 90-х. Времена не самые лучшие для простого обывателя. Пока серьезные люди доливали себе в виски содовую, закусывая икрой, обычные отстаивали очереди в надежде купить десяток яиц или буханку хлеба. Да только интересовало ли это бандитов? Роскошь, опоясанная золотой цепью, очень часто побеждала над человеческими ценностями. Именно из такого богатого окружения и вышел в уголовную жизнь Сергей Молнар. Правда, в 90-е он старался не пестрить на первых ролях, оставаясь в тени друга детства, другого так называемого вора в законе из Бобруйска Владимира Бирюкова. Серый же, как его называли, считался правой рукой законника и мозговой силой банды. Империя бобруйской группировки расцветала. Денежным балом правили многочисленные финансовые аферы, рэкет и вымогательство. Они ездили, вымогали деньги, били людей, требовали с них деньги, предъявляли им то же самое, что и мне. Этот парень в 90-е только родился и о лихих нравах, кажется, должен знать только из боевиков. Увы, несколько лет назад он стал жертвой классических рэкетиров. Молодого человека схватили прямо на улице, избив бейсбольной битой. Причина – не хотел платить ежемесячную дань. Потом закинули меня в багажник машины и вывезли на пустырь. На пустыре выкинули из багажника машины и продолжали там меня бить. Платить деньги все и ни за что. Просто так, если здоровье дорого. Таков был девиз молнаровских. Кажется, в своем развитии бригада Молнара навсегда осталась в 90-х. Долгое время денежным фундаментом для империи были все те же рэкет, вымогательство и шантаж. Правда, в последнее время уличные маргиналы попытались контролировать еще одну нишу – торговлю наркотиками. Это только в кино уголовные лидеры героин грузят бочками, а кокаином пудрят нос. У молнаровских все было намного проще, того куда более жестко. Они не только порабощали продавцов спайса, но и заставляли быть дилерами случайных людей, тех, кого облагали данью. Алгоритм прост. Ты нам должен, иди отработай. Продавай наркотики. В преступном мире, то есть, пользуется авторитетом. То есть, не скажу, что вор в законе, но с его мнением считаются, то есть, его боятся, то есть, и уважают. Этот парень был одним из тех, кого втянули в наркотическое рабство. Даже сейчас он боится показывать свое лицо. Настолько запуганы люди. Еще одним фактом, характеризующим Молнара как личность, может стать смерть того самого Владимира Бирюкова. Не просто компаньона уголовного бизнеса, а друга детства. По некоторым данным, проведя товарища в последний путь, серый кардинал не очень долго оплакивал его. Впереди было очень много прибыльной работы. Молнар однозначно был рад смерти Бирюкова, потому что становился наследником, в первую очередь, его денежного наследства, денежной империи.
Видимо, он был недоволен тем, что Бирюков в последнее время, последние годы утрачивает контроль над ситуацией из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. Финал молнеровской многосерийной пьесы прозвучал около года назад. Оперативники сумели ухватиться за якобы авторитета и положить конец тем нормам, выращенным в 90-х, среди крови и слез. Задержания маргиналов проходили фактически по всей стране. За решеткой сейчас и сам возможный лидер. Рэкет, продажа наркотиков, разбой, мошенничество, черное риэлторство, вымогательство и даже похищение людей. По делу банды Молнера в статусе потерпевших проходит более 500 человек. По уголовному делу изъяты дорогостоящие автомобили, недвижимость и очень много золотых изделий, ювелирных, алмазов, сапфиров, драгоценных камней. Есть мнение, что группировка причастна к серии убийств, совершенных как на территории Беларуси, так и России. Страшно представить, к чему могли дойти эти люди, не останови их сейчас. Мода на малиновые пиджаки была на грани формата прет-а-порте. Машина времени как никогда приблизилась к тому, чтобы сделать оборот на 2 десятилетия назад. Преступная организация Молнера очень сильно напоминает банду Морозова, только, так сказать, в состоянии становления и развития. Это кажется нереальным, но после задержания Молнера Бобруйск действительно вздохнул спокойно. Бизнесмены уже, вероятно, не вносят в смету налог на существование, как того требовали рэкетиры. Время бритых голов и золотых цепей поверх спортивного костюма ушло. Они были лихие 90-е, но теперь наши дни. А в случае с молнеровскими хорошо перефразировать старую истину. Кто старое помянет, тому свободу вон. В главном эфире Дмитрий Лукша, Александр Атрашевский, Григорий Криштофович и Андрей Градобоев.